Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Дорогие мои зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за ваши донаты. Земной вам поклон. Давайте сегодня погадаем на вас и узнаем, кто о вас вспоминает, кто о вас думает и кто хотел бы с вами встретиться. Если вам тема интересна, загадайте, пожалуйста, на себя и давайте будем смотреть. Я думаю, все уже настроились. Убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, прекрасно. Есть у вас тут горячо влюбленный человечек? Так, человечек, который совершил просто ужасную ошибку. Эта ошибка, словно катастрофа, была и для вас, и через какой-то промежуток времени для этого человека. Я так понимаю, что ушел, обидел, поступил как предатель. Вот что-то идет слово предатель, предал. Вот. И он сам себя так называет. Это мужчина. Мужчина, так скажу, среднего возраста. Но выглядит вот именно сейчас, выглядит как-то не очень. Больше, знаете, как вот энергетически на старика похож. Такой разбитый, побитый. Ну, потрепала его жизнь. Сейчас этому человеку крайне сложно. И вот почему-то он как бы настроен на то, что все, это конец. Вот ничего хорошего меня дальше не ждет. Какая-то обреченность чувствуется от этого человека. И вот он начал, как знаете, вспоминать все свои деяния. И вы у него сейчас вот как такое мигающее красным табло, да, что вот он с вами поступил. Знаете, я вам такую вещь скажу. Вы друг другу были не по судьбе. Абсолютно нет. А для вас это было действительно очень тяжелое испытание, а вот для этого человека это был шанс. Шанс на то, чтобы прожить хорошую, добрую, достойную жизнь. Вот не понял, не принял, пожалуйста, вот последствия. Значит, девчонки, вы этого человека точно помните, потому что он, действительно, вот тот, кто больше всего вам зла как будто бы причинил. У кого-то из вас есть детки от этого человека. Сейчас он о вас думает, он вспоминает, и я так думаю, что он вам будет что-то писать. Личной встречи я не вижу, а вот что-то он вам напишет, это точно. Либо в социальные сети вам напишет, либо раздобудет ваш номер телефона, смс-ку вам какую-то долгую, длинную напишет. Ему будет очень важно, чтобы вы ему ответили. Даже если пошлете на 3 буквы, это все равно будет считаться для него ответом. Чего боится больше всего, так это вашего безразличия. То есть, если он напишет, а вы просто там заблокируете, ничего не ответите, там, читать даже не станете, вот этого он боится. Я не вижу, чтобы вас судьба свела, я не вижу между вами встречи, вот именно конкретно с этим человеком. Скорее всего, через, может быть, несколько лет вы узнаете, что судьба его была трагична. Это не значит, что он там погибнет. Какие-то большие неприятности вот прям у него в жизни. Бумеранг никто не отменял. Я вам еще так скажу, не только над вами поглумился, вот так поступил. Там за ним очень много грехов, и больших, и малых. Справедливый суд он есть. Никто не отменял. Многие думают, что там. Видите, как приходит, обязательно приходит. Так, мои хорошие, еще хочу сказать о каком-то человеке, который вот прям вспоминает, думает. Это человек, вы с ним недавно вот как-то контактировали, причем там вопрос какой-то важный был. Может, это был мастер по ремонту, может быть, это был, продавец в магазине, человек, который в банке работает, сотрудник банка.
вы с этим человеком вот как один раз увиделись, да, то есть первый раз в жизни увиделись, да, и, возможно, больше никогда не увидитесь. Это мужчина, который носит очки, у него очки. Не могу сказать, солнечные очки или обычные, да, для зрения. Вот этому человечку вы так в душу запали. Ну, вроде как, ну, деловое общение, да, а ничего серьезного, ничего там личного, но какой-то неизгладимый след. Вот ваша энергетика, ваша улыбка, либо тональность вашего голоса. То есть он в тот момент, когда с вами общался, вот прям поплыл и не смог себя взять в руки, не смог, ну, скажем так, с вами познакомиться, либо там взять ваш номер телефона. Но вы ему очень понравились. И вот он о вас все больше и больше начинает думать. Такое ощущение, что он в вас влюбляется. Не исключено, что этот человечек попытается вас найти. Либо если вы еще раз, ну, скажем так, встретитесь там случайно, да, пойдете в тот же магазин, либо пойдете в тот же банк, но он уже будет с вами знакомиться. Вот. Очень вы понравились, очень такая вы ему приятная, симпатичная были. Ну и человечек, да. Вот прям, знаете, как вы для него как наваждение. Вот он сам себе говорит, ну как же так, я же ее совсем не знаю. Мы увиделись первый раз в жизни. Что ж я о ней так все думаю и думаю. И с каждым днем эти мысли, они все ярче и ярче. Желание вот тянет к ней. И я не имею в виду интимное желание, да, вот и я имею в виду желание вот с вами пообщаться, посмотреть в ваши глаза, узнать о вас больше. Вот, произвели на него, конечно, тут ну, просто какой-то фурор, да. Вот, потрясли его немножечко. Интересно, очень, кстати, тепло идет. Прям энергетика такая теплая. Так, девочки, вот тут еще мужчина на лошади вышел. Но он как странник, либо он путешествует, либо он работает постоянно вот в поездках, да, ездит. Причем для него это действительно работа, причем тяжелая работа. Вот, этот человечек хотел бы вам что-то либо отдать, передать, привести. Может быть, вы его о чем-то просили, либо кто-то его попросил, чтобы вам передать. И вот он сейчас думает, как бы ему это сделать. Ну, сразу скажу, у него очень много своих проблем, но вот как будто бы слово либо обещание его стимулирует, да, на то, чтобы к вам заехать. Возможно, будет у вас скоро встреча с этим человеком, он будет вам что-то передавать. Вот. Ну, думает о вас, даже вот такой человечек вышел. Так, кто еще вас вспоминает? Ну, какая-то змеюка вас вспоминает постоянно. Какая-то хитрая баба, противная, очень на лицо такая, знаете, некрасивая. Не знаю, то ли у нее... Ну, как-то лицо несимметрично, да, что-то там не так. Может быть, нос кривой. Какое-то как будто бы искривление у нее. Либо разные половинки лица. Не знаю, что какое-то вот с лицом у нее проблемы. Может быть, у нее даже какое-то заболевание, знаете, вот как искаженное лицо. Вот эта женщина, она невероятная злюка, она... пакостница и скандалистка. Вот она о вас недавно вспоминала. Вас кто-то похвалил в ее присутствии. Может быть, это не ваша там товарка, да, вы с ней не общаетесь на постоянной основе. Может быть, вы через кого-то знакомы, да, но вот она вас знает, она вас видела, там, возможно, знает ваше имя. Может быть, это и родственница, да, либо там соседка какая-нибудь, коллега. Вот, кто-то похвалил, и она прям такая, ой-ой-ой-ой, как же так, за что похвалили? Вот, и она на вас вот прям, зуб у нее, да, на вас растет, и она думает, меня, значит, не хвалят, вот какая я хорошая, горячая, скандальная баба, а вот ее похвалили. Вот, и думает, как бы ей поступить, вот как бы вас, может быть, там опорочить, либо сплетню какую-то о вас пустить. Ну, недобрая она женщина. В принципе, у нее репутация, ну, такая достаточно громкая. Все в окружении знают, кто она такая и чего стоит ее слово. Вот. Ну, вы лучше поаккуратнее. Если что-то про себя услышите, знаете, что это она. И в принципе, как бы, да, люди могут об этом говорить, люди любят вот это вот трэш, скандалы.
вот, чужое грязное белье, но для вас это не страшно. То есть, ну, поговорят и прекратят. Так идет. Так, кто-то вот из ваших друзей, либо знакомых, может быть, родственники, как пара, семейная пара, либо просто пара, да, у них сейчас проблемы, расход, развод, какие-то неприятности с друг другом. Почему-то и мужчина, и женщина думают о вас, чтобы обратиться к вам, не знаю, там, за советом, за помощью, может быть, попросить, чтобы вы их как помирили, да, вот будут к вам обращаться и мужчина, и женщина, и просьбы будут приблизительно одинаковые, вы будете удивляться, вы будете хлопать руками и говорить, ну как же так, да, вы хотите помириться, вы идете ко мне, к третьему человеку, вместо того, чтобы встретиться и тет-а-тет поговорить, да, обсудить все свои проблемы. Ну вот у вас какой-то, наверное, авторитет, да, вот люди к вам тянутся, вы очень мудрая, вы умеете давать практичные советы, вы умеете находить выход из очень сложных и тупиковых ситуаций. Вот придут, причем ну, тут совсем рядышком, да, возможно, на следующей неделе придут. Так, либо в течение недели. Здесь есть человек с высоким положением. Это может быть начальник, это может быть ну, какой-то вот управляющий, не знаю, у человека высокое положение. И этот человек в вас идет заинтересованный. Вот кто-то, видите, сверху ему что-то про вас сказали, либо рассказали. Может быть, этот человек хотел бы, например, нанять новых сотрудников, да, либо хотел бы, скажем так, есть вакансии, ну, допустим, на работе, и человеку нужны надежные работящие люди. И вот кто-то ему на вас дал указалку и сказал, посмотрите, вот эта женщина, она очень долго и хорошо работает, она уважаемый человек, она профессионал, она мастер, никогда не ноет, не жалуется, всю свою работу выполняет, еще и другим помогает, очень ответственная, там, чистоплотная и прочее, прочее. Вот, и этот человек сейчас думает. У него кто-то еще есть на примете, потому что выходит 2 кандидатуры, но о вас вот как будто бы ну, замолвили слово, да, о вас поручились. Причем от этого человека, кто за вас поручился, вы не ждете. Может быть, этот человек больше всего вас критикует, либо, ну, скажем так, да, дружелюбностью по отношению к вам, ну, себя никак не проявил. А тут, смотрите, именно от этого человека идет рекомендация. Вас именно рекомендуют как специалиста. Вот, так что, возможно, скоро у вас будет предложение. Но это немножко попозже будет. Это где-то в течение там, 2 месяца, да, 2 недели, месяц произойдет эта ситуация. Так, еще вот кто замужем. Муж о вас очень много думал. А почему-то мужу кажется, что вы хотите поломать кольцо. Угу. Ну вот, видите, человечек с кольцом поломанным. Либо он боится, может быть, вы угрожали своему мужу, что все, достал, разводимся, не буду тебя больше терпеть. И он так, знаете, вот прям в этот раз почему-то так испугался, может быть, тональность вашего голоса, либо вы, ну, действительно, может быть, достал, и вы так крепко ему сказали, вот, и он испугался, не на шутку испугался. Теперь вот сидит и думает, что мне делать, как спасти отношения, как не допустить эту ситуацию. Боится, девочки, боится потерять. Так, еще у меня здесь чьи-то родственники вышли. Я не знаю, но я думаю, что это не для всех информация, но тем не менее. Здесь у меня семья, причем семья хорошая. Мужчина, женщина живут, может быть, давно уже живут. Но худо-бедно, да, как-то справляются. Ну, не то чтобы прям идеальная жизнь, но тем не менее. Могут и поругаться, ну и могут помириться. В принципе, вот как-то более-менее устаканилось. Мне не нравится то, что родственники мужа, с его стороны люди, тянут к вам руки. Там идут какие-то дискуссии и дебаты относительно вас и вашей персоны. То есть вы подвергаетесь какой-то постоянной критике. Я так понимаю, что вы к ним туда особо не лезете, не ходите, их не трогаете, да, ну, совершенно них даже не смотрите. Вы живете своей жизнью, у вас семья, у вас там детки, работа, куча всего, да. Вы и так,
скажем так, вам есть чем заняться. А вот они, вот эти вот люди, ну тут много людей, тут вот 3-4, они вот постоянно вас обсуждают, либо о вас говорят. Может быть, вы к ним неприветливы, может быть, вы, скажем так, не хотите принимать их каких-то правил. Не знаю, вот что-то они в вас там наковыряли, да, какие-то там прям целый список претензий составили. Смотрите, будьте аккуратнее, потому что они могут воздействовать на вашего мужчину, они могут что-то придумывать, они могут специально лгать, клеветать. Не отличаются они особым умом, поэтому пойдут, ну, прям напролом, да, чтобы прям вот желание, чтобы вам досталось. Я не знаю, вот, чтобы у вас были проблемы, либо чтобы мужчина от вас отвернулся. Может быть, завидую, да, как вы там с ним живете. Будьте аккуратнее. Вот что-то они затеяли, что-то они замышляют. Мне очень не нравится эта картинка. Я ее, конечно, запечатаю. Но, девочки, если что-то недавно прилетело, какие-то неприятности у вас были в семье, в доме, мужчина там вдруг как белины объелся, знайте, что прилетело именно оттуда. Здесь конкретно нужно разбираться, вот прям глаза в глаза, да, вот спрашивать, что не нравится, что вы тут про меня придумываете, почему вы разрушаете нашу семью. Ну и опять же таки мужчина. Кстати, с мужчины, с вашего вину я не снимаю. Потому что если ты свою женщину любишь, с ней давно живешь, какого же ты, извините, хрена, простите за выражение, да, своей женщине не веришь, а веришь тем, кто с тобой рядом не проживает. Вот, ну тут... Ой, тут как бы они вообще, вот знаете, не влезли и не разбили вам. Особенно вот ребенок. Тут я переживаю за ребенка. Они могут еще ребенка настраивать против вас, если, например, ребенок с ними общается. Какие там, блин, сумасшедшие. Заняться нечем, видно. Вот придумали себе развлечения, нападки на вас. Так, ладно, ну я вас предупредила, я думаю, что вы знаете, как с этим побороться, придумайте, по крайней мере, как побороться, потому что вы очень плотно стоите. Видите, мужчина в воздухе летит, а женщина плотно на земле стоит, четко, вернее, да, на землю опирается. То есть у вас есть и сила, и энергия, а мужчина больше похож на шарик воздушный, да, и его легко там дунул, да, и он то туда полетел, то сюда полетел, да, либо шарик на веревочке, вот кто дергает, тот ему управляет. Надо тут очень конкретно решать, нельзя запускать, вот, ни в коем случае нельзя запускать эту ситуацию. Так, тут у кого-то еще интересные такие знакомства недавно были, либо произойдет в течение, вот, может быть, там, суток, либо там 3 дней. Здесь очень интересные 2 женщины. Как будто бы эти женщины о вас что-то либо слышали, либо знают. Может быть, вы общаетесь в интернете, но вот лично как-то там не встречались, не знакомились. Но это, опять же, не для всех, да, для кого-то конкретно отыграется. Очень хорошие, кстати, женщины. Если вы думаете, надо, не надо, либо, может быть, вы общаетесь с одной женщиной в интернете, она вас позовет на встречу, вы пойдете, там еще одна будет. Хорошие женщины, очень хорошие, и я рекомендую, да, по крайней мере, песочек показал, что это, ну, настоящая дружба, может быть, поддержка, да, вот вам будет весело с этими людьми. Они очень похожи на вас, энергетика такая, ну вот кажется, что они о вас разговаривают, они в вас очень заинтересованы, как в новом товарище, в новой подруге. Вот. Если у вас будет возможность с этими женщинами встретиться, обязательно идите встречайтесь. Очень положительно они настроены в ваш адрес. И также, мои хорошие, кто нуждается в помощи, может быть, какой-то клич в интернете выпускали, что вот мне нужна помощь. Значит, вот эти 2 женщины, они видели ваши сообщения, и они сейчас вот как готовятся, может быть, пытаются там с вами связаться для того, чтобы вам помочь. То есть от этих 2 женщин идет благо, понимаете? Либо хорошими друзьями станете, будете общаться, поддерживать друг друга, либо эти женщины вам помогут, если вы просили о помощи. Очень замечательно. Мои хорошие, на этом все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.